В башкирской столице открылось новое удивительное место – студенческий кампус, небоскреб с лабораториями, коворкингами и прочими местами, где хочется заниматься наукой. В Уфе начинает свою работу университетский кампус – огромный небоскреб с научными лабораториями. Конечно, не все еще здесь работает в полную силу, но что-то уже радует студентов и школьников. Например, на днях состоялось открытие площадки национальной киберфизической платформы «Берлога». Здесь, например, проектируют, создают, разрабатывают полезный софт для обучения. Кирилл, над каким проектом вы работаете? Мы работаем над мобильной игрой «Берлога». Вот мы сейчас разрабатываем концепт персонажа, например. Суть игры в том, чтобы как-то защищать общую базу от врагов, враги там пчелы в виде роботов. Кирилл, над чем конкретно ты сейчас занят? Сейчас конкретно мы разрабатываем нового персонажа Пугала. Наверняка вы уже слышали о персонажах вроде Пасечника. Это персонаж новый. Смысл персонажа в том, что благодаря своей способности он может на время не давать конкретному врагу подходить ближе к базе. Что можешь рассказать интересного про платформу Берлога? Берлога – это платформа для нашего юного поколения. Она помогает развивать логику, начальные навыки программирования и очень полезна для юного поколения. Площадки работают в сопровождении руководителей мастерских. Проекты, которые разрабатывают команды школьников и студентов местных вузов и колледжей, приносят пользу предприятиям Республики Башкортостан и других регионов России. В дальнейшем модель мастерской киберфизических инноваций будет и в других субъектах Российской Федерации. Наш регион в этом деле флагман, что очень радует. Как тебе идея с открытием студенческого кампуса? Я считаю, замечательная идея. Студенты могут бесплатно прийти и заняться тем, чем им интересно. И главное, это будет и полезно им, полезно нам, обществу, государству, потому что те знания, которые сейчас нам дают, они очень даже пригодятся нам. В 2023 году в проект «Берлога» был включен 91 кружок технического творчества школьников. В 2024 году эта платформа уже предлагает активности для студентов. Эту работу в регионе координирует Центр опережающей профессиональной подготовки. Так что, оказавшись здесь, еще школьникам можно выстроить весь свой карьерный путь, выбрать себе вуз по душе, а потом найти любимую работу. Хоть кампус предназначен по большей части для студентов, школьникам здесь тоже есть чем заняться. Татьяна Никитина, Самира Ахунова специально для Горы новостей.